В Узбекистане будут освобождены от обязательной декларации своих доходов чиновники и их семьи. В частности, президент страны, депутаты законодательной палаты, члены парламента и Центр избиркома, судьи, а также члены их семей. Законопроект о госслужбе опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАС, система оценки законодательных актов 26 мая. Проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса, Верховного Совета Каракалпакстана, республика в составе Узбекистана и представительных органов власти на местах. Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать предупреждению коррупции и других злоупотреблений, а каким образом не уточняется. Shu o'rinda bir muhim masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchi. По мнению экспертов, этот закон, наоборот, будет способствовать созданию более благоприятных условий для хищения общественных и государственных средств. Чиновники, будучи обязанными декларировать свои доходы, когда наживают благосостояние, явно не соответствующее размеру их доходов, оказываются увлеченными в коррупции. Несложно представить, что произойдет, когда они не будут обязаны отчитываться о своих доходах. Стоит отметить, что систему декларирования доходов практиковал и один из праведных халифов Умар, да будет доволен им Аллах. Когда он назначал руководителей районов и городов, то он декларировал все доходы будущего чиновника, а при увольнении, если обнаруживалось, что тот или иной руководитель не мог заработать столько денег при его заработной плате, то конфисковал его имущество и не отдавал до тех пор, пока чиновник не обоснует происхождение средств.